Здравствуйте, меня зовут Юлия Симакова. Я учитель математики Центра образования №1 города Белгорода. В рамках республиканского вебинара я хочу рассказать о том, как я готовлю своих учеников к ОГЭ и ЕГЭ. Ну, все мы с вами оказались в рамках неожиданного дистанта. Конечно, большая проделанная работа до этого, я думаю, дала свои плоды. Ну и дальнейшая работа в дистанте, я думаю, никоим образом не должна была помешать нашей работе в дальнейшем совершенствовании и подготовке к ОГЭ и ЕГЭ. Но я бы сказала, что все это выглядит так: все невозможное возможно. Конечно, в том многообразии, в котором оказался учитель, когда очень много всевозможной информации, инструментов, платформ, распоряжений, голова идет кругом. Иногда не понимаешь, куда бежать, что делать, за что хвататься, как все успеть. Здесь я думаю, что учителю нужно успокоиться, вспомнить о том, что у него есть замечательные педагогические знания, замечательный богатый опыт, и освоив современные инструменты, любой учитель — это кладезь знаний для учащихся, потому что опытный учитель всегда знает, где и как нужно применить данный инструмент так, чтобы он принес определенную пользу в зависимости от тех целей, которые ставит обучение. Я хочу сказать, что, конечно, повезло тем школам, которые централизованно находятся по договору с платформами, например, мобильное электронное образование или Google Classroom или Microsoft Showcase School, но таких школ не так много. А что делать рядовому учителю, если он оставлен один на один с проблемами дистанта? И вот здесь я хочу сказать, что все возможно. Все возможно. Если мы можем, что же я могу сделать? Я могу использовать цифровые инструменты, и это поможет мне справиться с любой проблемой. Хочу сказать, что не бойтесь учиться, и я стараюсь учиться вместе со своими детьми. Конечно, когда пришел дистант, мы поменяли место встречи. Из классов мы перешли в виртуальное общение. В этом случае мне помог такой инструмент, как Zoom. Конечно, для проведения онлайн-конференции, то есть уроков, достаточно простой интерфейс. Есть необходимые самые функции. Это демонстрация экрана, это звуковое общение, да? У детей есть возможность выразить свои эмоции, поднять руки и так далее, ответить, продемонстрировать что-то. Конечно, достаточно легкий и простой инструмент. Единственное, что в связи с тем, что стали появляться всевозможные негативные проявления в виде явления чужих людей, но для этого есть специальные настройки, в которых можно избежать таких неприятностей. По просьбе детей я попробовала другой вид связи и встречи — это Discord. По интерфейсу он чуть посложнее, чем Zoom, мне не очень нравится, но по ряду функций он гораздо лучше, чем Zoom. Есть возможность показывать несколько или использовать несколько инструментов одновременно. Есть возможность менять, обмениваться файлами. И я в этом плане задействовала больше самих ребят, своих учеников, потому что когда мы даем им больше самостоятельности, у них есть больше шансов развить свои способности. И вот те, кто у меня предлагали, те ребята, ученики, которые предлагали использовать Discord, я сразу наградила их почетными званиями. Главный администратор, главный мозг, который у нас собирает все файлы и размещает на нашем созданном сервере для всех учеников и так далее. То есть дети задействованы в работе, им
им это нравится, естественно, повышается их степень участия в уроке. А вы знаете, когда ребенок занят, это счастье для учителя. Эм, Поэтому мы с вами должны больше поддерживать инициативу учащихся. Я хочу сказать, что когда учитель поставлен в роль педагогического дизайнера, он должен учитывать все варианты, как построить урок, все многообразие уроков. И в этом плане я даю большую часть самостоятельности детям, которые к этому настроены, то есть более продвинутым, тем, кто стремится больше к саморазвитию. Я рекомендую такие сайты, как сайт Бориса Трушина, который, ну, на мой взгляд, гениально объясняет многие сложнейшие задания из второй части ЕГЭ по математике. Мне очень нравится Степик, платформа бесплатных и платных онлайн-курсов, но бесплатного контента достаточно. И я рекомендовала многим своим детям рассмотреть 17-ю задачу экономическую именно на курсе Тимура Гуева. И, естественно, у каждого из нас есть свои способы решения, свои приемы, и чем больше дети будут узнавать, тем больше шансов у них решить любое задание. Готовясь к уроку, я люблю распределять задачи по желанию детей, чтобы они отвечали. И иногда готовятся целые группы. Ну, здесь большой плюс. Мало того, что они решают задачи, они еще и знакомятся с цифровыми инструментами, с помощью которых можно продемонстрировать эти задачи, то есть повышать свою цифровую грамотность. Мы с вами достигаем двойной цели. Возникает обсуждение, разные способы решения. Это очень хорошо. Сейчас надо использовать те всевозможные ресурсы, сервисы, которые предоставляют во время дистанта учителю бесплатный доступ. Вот, например, конструктор курсов iSpring очень удобен для учителя. Ну, полностью курс создать — это, конечно, большой трудоемкий вариант, который, ну, на который у учителя, как правило, не хватает времени. Но мини-курсы тематические вполне можно сделать. Например, iSpring — это конструктор курсов, созданный на основе презентации PowerPoint со встроенными функциями, теста, проверочной работы и так далее. Очень удобно для учителя подтянуть нескольких учащихся или класс по разным темам. Какие инструменты можно использовать в своей работе для подготовки к ОГЭ и к ЕГЭ? Ну, во-первых, это готовые онлайн-платформы. Почему? Потому что они экономят время учителя. Они позволяют выбрать работу для учеников любой степени сложности, дифференцированную, тематическую или по готовым вариантам ОГЭ и ЕГЭ. Я использую многообразие платформ. Есть платформы, которые мы использовали и ранее в своей работе, поэтому переход на дистант для нас не был таким тяжелым. Есть платформы, которые мы освоили с детьми вот уже в это время. Ну, во-первых, многообразие как бы позволяет поддерживать интерес детей к предмету, это раз. Во-вторых, с учетом того, что такое количество желающих на платформы обрушилось, многие платформы не выдерживают и сбиваются с работы. В этом случае у нас всегда есть свои запасные варианты. Вот в чем плюс. Но ранее в своей работе я использовала онлайн-школу Фоксфорд, дальше платформу Учи.ру и образовательный портал Дмитрия Гущина «Сдам ЕГЭ, решу ГИАН». С ними же мы и начали нашу дистанционную подготовку. Ну, «Сдам ГИА, решу ЕГЭ» очень удобный портал, потому что там есть и вебинары, и разборы заданий, и возможность составлять не только варианты, но и делать тематические работы. Я использую их и на уроках, когда мы проводим, например, устный теоретический опрос, да, задания на готовых чертежах очень удобные как раз на образовательном портале «Сдам ГИА, решу ЕГЭ», потому что там происходит и сразу проверка ответов, и детям удобно. Но хочу сказать, что классы, в которых есть дети
склонны хитрить и списывать, конечно, по номерам заданий они очень быстро находят готовые решения для «Решу ЕГЭ». Поэтому не во всех классах эта платформа пойдет в плане заданий на дом. Платформа Фоксфорд, школа, да, онлайн-школа Фоксфорд. Мне очень нравится то, что там дифференцированные задания. Можно найти тесты среднего уровня сложности, высокого уровня сложности, легкого. Но мне очень нравится, как построены там задания. Далеко не всегда на них ребенок может найти ответ в интернете. То есть большая вероятность того, что эти задания не будут списаны. На Фоксфорде есть также и вебинары, и разборы заданий, и теоретические справки по материалу. Есть платный, есть бесплатный контент, но, в принципе, бесплатного вполне хватает. На Учи.ру для 11 класса мне не хватает материала, но для 9 класса вполне, для классов, ну, такого средних можно найти и тематические задания, и проверочные, и что мне очень нравится, Учи.ру запустил в этом году бесплатный марафон подготовки к ОГЭ. Все онлайн-уроки, которые у них проходили, есть в записи, и для многих учеников это стало хорошей помощью. Недавно запущенная платформа SkySmart, которая позволяет, ну, это интерактивная рабочая тетрадь. Да, задания достаточно интересные, но мне не очень понравился интерфейс, и был момент, когда пошли сбои, наложение заданий. А так, в принципе, в повседневной жизни достаточно интересный вариант. И последняя платформа, на которой мы остановились и сейчас работаем, это Я-класс. Конечно, не всегда есть возможность бесплатно там работать, но на время дистанта нам предоставлено бесплатное время апробации. Я-класс, конечно, очень удачный вариант, потому что там можно и тематические задания, и тестовые, и всевозможные интересные задачи из переменки взять. И плюс к этому я использую еще Яндекс.Репетитор. Там есть очень много заданий, причем уровень сложности мне очень нравится, нестандартные задачи. Их можно разбирать во время онлайн-урока, как задания на готовых чертежах, опять же, с проверкой, и детям можно самостоятельно их прорешивать. Это очень удобный вариант. Также инструменты вы можете создавать сами. Но, например, контрольные работы, зачеты я делаю в виде Google форм, потому что я могу сделать ограничения по времени, дети могут подкреплять какие-то задания, которые они пишут сами туда. И, ну, как вариант для меня проходит великолепно. Также можно сделать в начале урока или в конце викторину Kahoot, где быстренько проверить теоретическую часть какого-то урока. И незаменимая, конечно, незаменимый инструмент – это интерактивная доска. У меня есть два таких инструмента. Утилита для рисования – это Epic Pen, это вот такая вот панель, вы видите ее справа на экране, которая загружается у меня. Я использую бесплатный контент. При объяснении материала мне, конечно, нужно делать какие-то пометки, что-то дописать, что-то дорисовать. Вот это, в этом случае Epic Pen – это просто незаменимый инструмент. И вы знаете, математика – это, конечно, должна быть доска, потому что это разбор заданий, это решение, это писать, чертить, объяснять. В этом случае мне нравится интерактивная доска iDraw. На ней могут работать два человека одновременно. То есть, когда ученик что-то решает, я могу вмешаться, что-то там подправить, дописать, или когда у меня ученики несколькими способами решают задачу, они могут два одновременно писать каждый свой способ решения. Весь класс будет обсуждать. Очень удобно. И в последнее время я стала сама создавать задания на Я-классе. Там есть такая возможность создать свое задание. Вы знаете, что наши детки очень быстро разбираются в интернете, очень быстро ищут готовые решения, что не нравится, конечно, нам, учителям. В этом случае текст задачи можно убрать и сделать ее визуализированной в виде чертежа или рисунка с минимум данными. И тогда ребенок не сможет найти решение в интернете, он вынужден будет решать сам. Вот таким образом я борюсь со списыванием и повышаю объективность оценок. Ну, хочу сказать, что да, решают, иногда пищат, но решают. И хочу с вами поделиться полезными ссылками.
вы видите на экране, это для продвинутых учащихся. Можно посмотреть всевозможные вебинары, разборы заданий и олимпиадного уровня, и повышенного уровня, найти курсы, подтянуть себя. Также полезные ссылки для подготовки к ОГЭ и ЕГЭ. Конечно, чтобы дети решали сами, можно их направить на такие платформы, как Экзамер, Незнайка, Сподила. Там в более молодежной, неформальной форме представляются и разборы заданий, и варианты. Ну, вы знаете, что мы готовы на все, чтобы повысить успеваемость и заинтересованность предметом. Также для того, чтобы поддерживать интерес ребенка к математике, к работе, надо, конечно, вставлять в уроки какие-то интересные факты из науки, задачи на логику, тесты, игры. Все это, конечно, с одной стороны, делает наш серьезный предмет более занимательным, и с другой стороны, повышает интерес к математике, к уроку, к обучению. Это можете вы найти в бета-классе на назва, и есть такой портал просто математики. Можно для себя найти. Я иногда оставляю прямо тематические подборки, иногда просто для повышения интереса. И, конечно, чтобы дети сказали, что мы любим математику, мы желаем учиться, нужно многообразие. А я использую проекты в каком плане? Творческие проекты. Например, сейчас, когда дети устали, конечно, от общения онлайн, хочется чего-то свежего, необычного. Я запустила такой проект «Сделай мем сам» с помощью цифровых инструментов. Естественно, тематика – это математика. Они используют разное, и я вижу в их мемах тоску, конечно, о живом общении. Иногда они используют и какие-то темы из математики, формулы, но чаще всего используются сами ученики, поэтому я в целях защиты персональных данных не буду приводить примеры картинок, но вот там, где использован мем со мной, я продемонстрировала. Также дети, когда решают, объясняют, используют различные цифровые инструменты, что повышает их цифровую грамотность, и, естественно, им нравится учиться. И я вот запустила проект «Цифровая шпаргалка», но пока у меня больше почему-то в бумажном варианте делают. Вот 11 класс у меня демонстрирует, как они подготовили цифровые разборы, бумажные разборы заданий. И, конечно, надо использовать всевозможные инструменты, вот, например, 3D-моделирование для многогранников. Вот. Сейчас в интернете очень много есть всевозможных находок. Как объяснить функцию с помощью вот такой картинки с пиццей, да? Как с помощью QR-кода отправить детей на какой-то нужный сайт или на материал, который вы отложили. Вот здесь, например, история математики. Я очень часто использую прямо строки из песен или какие-то фразы из мультиков. Черный ящик, ну, например, когда мы изучаем что-то на уроке такое интересное, чтобы подвести к этой теме, можно достать незначительный предмет. Сейчас это тоже все можно использовать. Не бойтесь объединяться в группы во всевозможные онлайн. Ну и, конечно, какой же урок без рефлексии? Mentimeter – замечательный способ собрать у детей информацию об их состоянии, о том, как им понравился урок. Более того, и Zoom, и Discord, и Skype позволяют делать опросы, выражать свои эмоции с помощью там аплодисментов, ручек и так далее. Конечно, это смайликов, это все надо использовать, потому что это поддерживает интерес в учебе. Я хочу сказать, что, конечно, мы вместе с детьми меняемся и растем, и не надо бояться перемен. И я вам желаю, чтобы любые перемены выводили вас всегда на позитивный путь. И учитель, и ученик растут вместе, сказал Конфуций. Прислушивайтесь к своим ученикам. Достаточно часто они сами подсказывают нам тот путь, по которому им удобнее идти, чтобы достичь вершин не только математических, но и познавательных. Ну что ж, попробуем. Желаю вам творческих успехов. С вами была учитель математики Юлия Симакова. Спасибо 4 портфолио за использование, за предоставление инфографики. И приглашаю вас к профессиональному сотрудничеству на страницах Фейсбука и ВКонтакте. Желаю всем творческих успехов и удачи. И трудности всегда учителя только закаляли.
Всего вам хорошего.